Как и в первый день голосования, на всех избирательных участках соблюдаются санитарные требования. При входе проверяют температуру, проводят дезинфекцию рук и вручают пакет с маской, перчатками и ручкой. Голосование проходит спокойно, отмечает секретарь избирательного участка. Здесь дежурят полицейские, 5 наблюдателей, контролирующие ход голосования. Нарушений не зафиксировано. В участковой избирательной комиссии принимается заявление от граждан, которые по состоянию своего здоровья, инвалидности, в связи с сложившейся эпидситуацией мы принимаем заявление для голосования вне помещения. Значит, комиссия выезжает на дома, так как у нас участок дальний, у нас СНТ-1, СНТ-2, СНТ-4, СНТ-5. Вот граждане, проживающие на этом участке, могут подать заявление вне помещения. Мы принимаем заявление устно, по телефонограмме, и от родственников можно сообщить и на наш номер 405-45. У здания школы развернулась ярмарка выходного дня. Были представлены мясные деликатесы, молочная продукция, мед, топленое масло и многое другое. Мария Кызыла принимает заявки от предпринимателей на участие в этой ярмарке. Палатки предоставят бесплатно. Продукция дергелерин сельхозка хамашып турар фондының продукциясыдыр. Покупательдер жоғымы кеп тур, избирательдер кеп тур сюда приходят и покупают товары. Это нам прекрасная возможность, что себя рекламировать и продукцию рекламировать. Много уже покупателей было? Да, было хорошо, ничего, проходит. Сельхозярмарки – это не только экологически чистая продукция для жителей города, но и место, где люди смогут реализовать свой продукт и получить доход. Кто проходит мимо, а кто останавливается, выбирая товары по душе. Всего по городу организовано 7 ярмарок. На улице Колхозная, 67, школа номер 12, улица Кичола, 15, Тувинский транспортный техникум, улица Аюна Курседи, 54, улица Лермонтова, 1, школа номер 11, Упсунурская, 10, 16 лицей, улица Московская, 105/1, 5-я гимназия и Правобережная, 54, школа номер 8. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, Тува 24.